1 февраля, Всемирный день хиджаба, в Казани состоялся День татарского костюма, организованный Союзом мусульманок Татарстана. Для нас очень важно, чтобы мы не просто говорили о том, что татарская одежда нас украшает, а чтобы мы были носительницами этой одежды, чтобы мы каждый день могли выбирать наряд. Нам нужно сохранить свои традиции, свою культуру, свои корни и, конечно же, передать все это молодому поколению, показать молодым девушкам, что покрытая одежда в татарском стиле, она очень красива. Мусульманская одежда, она вне моды. У нее нет моды, у мусульманской одежды. Это должна быть покрытая, ну, конечно же, удобная, комфортная, приятная к телу, такая одежда. А татарский колорит, если мы обсуждаем, татарский костюм, он тоже мусульманский. Мы говорим не о той одежде, которая не закрывает части тела, не покрывает, а о той одежде, которая покрывает, которая не показывает волосы, потому что издревле, вот, не в 19 веке, не в 20, а еще раньше, татарки никогда не показывали волос. У них, да, был колфак, а на колфак они одевали платок. То есть татарская женщина всегда была покрыта. Но если взять историю татарского народа, наших бабушек, которыми знакомились в книгах, там у них разные наряды, именно татарские наряды, символика специальная, которая, пошив специально, вот, который подходит для татарских жен, которые им шили. Они одевались очень красиво. Конечно, татары издревле были мусульманами, мусульманками, и поэтому, конечно, их одежда подходит, это как шариатская одежда, потому что все покрывает, все места аурата, которые запрещенные показывают женщины, все это покрывается. С одной стороны, это красиво. У каждого народа свои обычаи, свои традиции, свои одеяния. Целью данного мероприятия было сохранение и популяризация национального стиля одежды в современном мире. В нем приняли участие абыстаи, общественные деятельницы, дизайнеры татарской одежды и активные мусульманки Татарстана. Тюбетейка – это ведь корона татарской женщины. Носите с радостью, с гордостью. Я, вспоминая свое детство, тоже вспоминаю бабушек, как они носили изю, какие у них были тюбетейки, жилеты, естественно. Тоже захотела носить, как моя Давани. И начала их изготавливать. Все идет из детства, вся теплота. Даже что мы учим в детстве, дуа, суры, это как будто в сердце уже выжжено. И не забудем. Всевышний Аллах создал нас детьми разных народов. Среди них и мы, дети татарского народа. На сегодняшний день создается множество разнообразных вариантов татарской национальной одежды. Мы шьем наряды для всех, для молодежи, для людей среднего возраста и старшего поколения. Татарская культура богата национальными орнаментами, и мы используем их при создании головных уборов. Очень популярны сейчас докеры, колфаки, изю. И эта тенденция не может не радовать. Мы хотим, чтобы наша молодежь носила национальную одежду и национальные элементы в своих образах. Наши татарские национальные костюмы, головные уборы и обувь невероятно красивые, и мы носим их с гордостью. Пусть Всевышний позволит нам и дальше носить такую красивую одежду. Сегодня это стало трендом. Довольно часто можно увидеть такие наряды на сабантуях и торжественных мероприятиях. Молодым девушкам особенно полюбились колфаки, сумки с татарскими вышитыми орнаментами, красивые серьги, национальные фартуки и платья. Пусть же доставшееся нам от наших истоков татарское национальное платье, наше наследие, продолжает жить вечно. Прошел показ коллекции национальных современных нарядов. Участницы мероприятия продемонстрировали свои образы в татарском стиле, исполнили нашиды, а также приняли участие в конкурсе на знание национального татарского костюма. Для гостей мероприятия также была организована халяльная ярмарка, где можно было приобрести одежду, головные уборы и украшения в татарском национальном стиле.